Нейси. Але мое. Какая у тебя компьютер монострой? Автоматически. Парламентский комитет, глава парламентского совещания, личный веб. Ну, у нас более дешевый вариант, но просто... Ну, нормальный Завод. Свет. Свет, бок. Рафан. Давай. Доброе утро. Это вам подарок. Всем участникам. Это национальный, да. Индира, нет, другое? Переводите. Национальный герой. Да. Ласка, Ранова Абдулла и Саива Амна попросить выйти сюда. Это вот дневная жизнь, ты уедешь да, по чашка, да, дише, и вот, а это юждол гумой, омана, ой, по чашка, ой, махкана, юждол дик. Коротко говоря, наконец-таки чеченская молодежь объединилась сегодня, встретилась, нашла. Я раб, эзеншка, таборч, как иди хош, да, ритм. Högdür sen geçti högdür. Luşu havuldu, huşu havuldu, guşu havuldu. Ya Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المؤمنين. اللهم اغفرنا بنور العلم. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Вечно развязать кровавые репрессии на сельской земле. Будучи горячим патриотом своей отчизны, Джахар Дудаев понимал и поддерживал стремление других народов обрести свободу и независимость. Джахар Дудаев всегда стремился к миру, и став президентом Чечни, он предлагал мир также и российскому народу. Но... Шусан Килах. Dünya diyeş ya. هو ماشو نيق ح سينوش تعلوش تعدل هو دي باش راح دوش طبعا شو إيش خلا ايه ده الدنيا جوجت يغير ده لا
пачалшка даха дише эводу хакер üş dol hum ve qomana ve paçalqana ve makana üş dol dik поединок яйца خير عادة غلقش وي عادة دوش تك اتسنيца دقوديك نش حقيتش ونش ديتدش веш قام веш мах веш дай бизебиш веш ночи меш пачалқиш халқи эту болшду тан сонар ve цанқитер дадулдали от масса кентшна кигервашна зудбешна баққичарна тана дёхад цанқитер от газот я дабольчарнам ويدا üş das bodal sen bakın bokka bu 3 yıl mı hayşi bu ella sen bu ama قلنا первый цит это мы знаешь إنه تنبش bu sen ويدا سيش إذا نشكا بينا مش عبو تصوش هل بنا نوختي bu el كيجير هو bu el ليسن تابينا دقو نخبو بين أتسرنا ويش قومنا цедах шозна делчера табойчена масална дот да адяш даюле эрсон ва цанқита звезлож да я бят гевед алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассалам Да, ирси, шун махета даха полишан. Шун дизиш берш, да дук бехилшан. Да ляту белшан, аш халятспо нерка. Маш халятшан. تانا سونا سيجرا يا لا أقوي أرح مسيتش بالغ بيش حبوخش ولا وبريفيتيستويرا وبريفيتيستو председатель Ахмад Закаев يأتي обращение شون دقائق اللي سونا وي شوق ديخا ديش شوق قويقش يو أسر Персимата Садающевича. Бисмиллахи рахмани рахим. Обращение к участникам Чеченской молодежной конференции в Эстонии. Я от всей души приветствую участников молодежной конференции, проходящей в Эстонии, и хочу выразить уверенность, что все чеченцы, которые прибыли сегодня в Эстонию, знают, какую роль сыграл эстонский народ не только в достижении своей независимости, но и о том, какую неоценимую помощь оказал он чеченскому народу в восстановлении своей государственности. Началом долгосрочного дружественного отношения между нашими народами стало то, что первый президент Чечни Джохар Дудаев, будучи в начале 90-х годов начальником Тартусского гарнизона, не позволил советской военщине развязать кровавые репрессии на эстонской земле. Будучи горячим патриотом своей отчизны, Джохар Дудаев понимал и поддерживал стремление других народов обрести свободу и независимость. Джохар Дудаев всегда стремился к миру, и став президентом Чечни, он предлагал мир также и российскому народу. Но руководство России проигнорировало его призывы к миру. И Россия, нарушив все возможные нормы международного права, совершила в 1994 году агрессию против чеченского государства. Сегодня наша страна оккупирована. И вы, новое поколение чеченцев, должны помнить об этом. Также вы должны знать, что сегодня в мире не существует такой силы, которая могла бы в одночасье разрешить многовековой российско-чеченский конфликт. Сегодня каждый чеченец, где бы он ни находился, должен пытаться сделать от него все зависящее, чтобы приблизить день освобождения нашей многострадальной Родины. У меня нет сомнений в том, что чеченский народ добьется свободы и независимости, за которые заплачена огромная цена. А вы, молодые чеченцы, вынуждены оказавшие в разных странах мира, получаете высококачественное образование и приобретаете ценные профессии, которые завтра должны будете применить на нашей освобожденной отчизне. Будущее нашего государства во многом будет зависеть от вас, и вы уже сегодня должны готовить себя встать во главе нашего государства и взять на себя очень тяжелое бремя ответственности перед нашим Создателем и перед нашим многострадальным чеченским народом. Дорогие мои друзья, я верю в вас и горжусь вами, потому что в это непростое время вы нашли в себе силы и смелость собраться вместе и обсуждать актуальные вопросы и искать их решения. Сегодня именно такой подход
приведет нас к единству и укрепит национальные позиции не только за рубежом, но и на оккупированной России, нашей с вами исторической родине. Такие конференции разорвут ту информационную завесу, которой спецслужбы закрыли от мира все то, что происходит сегодня в Чечне. Нам всем вместе нужно избавить наших граждан от шока и страха, которые вселили в них чудовищные преступления, совершенные российской военщиной. Вы должны знать, что сегодня даете надежду нашему народу. Чем чаще будете вы проводить такие форумы, тем больше наших соотечественников будут видеть, что чеченцам незачем бояться быть чеченцами и говорить о своих проблемах открыто. Мы обязаны говорить о нашей трагедии, мы обязаны стремиться к миру и призывать к ней Россию. И я уверен, что с помощью Всевышнего и нашими общими усилиями мы этого добьемся. С верой и наилучшими пожеланиями председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Селхан Эларшик обращение на Шигар Йога Ток Баркал Алла Эларшик Масяга Шуиш Мала Он Халхилара Тангулдела Дистхила Шей Вей Шей Датса Вей Қомума Диц Вей Тан Кузах Мершилара Иза Дал Вейн Бин Эттобу Ицхамо Бин Эттобац Дал Вейн Бин Эттобу Тан Веш Бин Эттуанцан Вей Цаулчепна Цаир Элла Цадуаш Язина Цанавистала Вей Тами Койхшла Цанги Машили Койхшту Вей Нах Бей Богштац Вей Нах Мабей Богшту Вей Зулмиш Ди Богштац Вей Зулмиш Соус Ди Богшту Массудинину вот и отсюда Нохчик Омц Да иман Дейнаду Омца безна Машар Халаяхна Мершахилла Мершу Нохчик Омусын Лейни Лерри Цаак Амдат Озвез Хуждал Я Бертки Йоль Дала Бертки Чак Боли Горбал Дал Нохчик Омна Нохчи Бусал Пачакна Бертки Хулиевтан Штабули Бол Estonia hajočkana sjelkan dina oiljesjersahins. Hoe doet er dat sterk? Hoe gaat er door? Kijk er vast. Zo gina das doizna das tatsversion boish varson shnuk Копенгагене конференция будет. Шемел Закаевсон воисто Олханию. Ин Шугина шудой знач Олхазахиет, ин смасец цаязах сибут шдой что. Угр халха Мухаммад Муртазалиевый баркал али аларсон. Де рез хилхан Мухаммад бог бина. علامة بقبول خدي شو حالها خدي شو حالها организацию цу поличхена тац камелш хадият лорсолит вайер ишт пол лушву бол лушву борш сакант хузавишву да си дойлцун боршер сайдага но литва гения та хетиет икач ханёч цахан яккархо юх кено чечен пресса тац язеш от организации церах язеш тац статяш ария юлила юх цвот Мухаммад Литвави конференции цуцигах дин камял дуй علامة شغلة دورناخ لتوتش يا استون شغلة شاي ماشو يز شاي موخ يز شاي قام يز نخوش ويسن ماشو نتقبل إيش للا دقة خاني ويم موردوس سيرسن تعبليت كنت أعدل تليل طعم بننوش نهين سن فتحة قولغتش وينش دقلل بات ليلم للا أما يا لتوتش لا استونتشي لاتش إيش خزنير سنسير موحك فتحة خلمة خليتي يوقت совет айдло оккупации на цере махтыш пачал шьюха и на цер кера бахан иша и пачал дагёши и шай хылыр дагадош бог на царь совет айдло дохал сундел царна и бог му буха худуха и Мухаммад достигвавиан конференция амял дича қитарсо Мухаммад цар дашу сан кантву
zu dukhum dirdu al otsel dagger otsnahan bagvахал отсул камел дырцуцига. Zu ин выступление zum докладе рис и доклад Hinsa Чечен Трясяга гушлят шуанеш отсул хаз динцул камел. Цахаянч шу иштхалар ля арсун. Хан элче я кицахун дүйцердас эзер испайн дюст решит лошера и тасболчан и крета там 1992 год дис. Со вы ночи арахол лилошо министерство иностранных дел ютига бол вечер сахалхар министр любовш замминистр. Так дух версии журналист шпортик хаттерш дорцер сун войзеш ас Москва койчо декан сун дукнах войзер тигас отсоич тига дешна ерса Москва сюк хаттерч журналисту Угр Советский Союз дикаё институт якнир айлер ишта хомаю ишталх ялла шай пачал пол вячанюк амаю айлер сюк As Эйлер, Матама, да, я училась в лучшем институте Советского Союза, в самом престижном, это Московский государственный институт международных отношений. Но у меня никто не спрашивал, хочу ли я учиться в Оксфорде, в Кембридже или в Сорбонне. А если бы у меня была бы возможность, то есть было бы государство чеченское, и тогда я имела бы такую возможность уехать в другую страну и учиться там. Вот у меня поэтому, если у меня не было такой возможности, я хочу, чтобы молодежь чеченская имела бы такую возможность. И что камела, что тахан шу цейр дойл уже то олханца и та шохер душу. Поза халкен душу. Европе. Шу кьеч тейпаду. Кеалам кушду, инц ох цигадяш наришу аш дюш кузадюш тейпан хилтамку сунцаха, но иш сун мётк. Шун кирацун дел дукхун шхирдо, шун хоши. То дакы дальш уже хани лырш шун бархажиш дистаншу. Хан элче то хаман да шамел дела дакы хол лазруш дут ах югер да болш бо цацберш и бол да битен уже сөйцен бо сахайнердаш. Ашу и бол да бахбизер шудо. Цундела тахан сатесен юксо. Аш Оксфорд я дюшер долш, Сорбонн я дюшер долш. Кьеч университетшка. Хинца бувем кегерхой сун бойзуш бу Оксфорд яхкам в Европе аш бу. Иша хабилгал бах бизер цаймном хинц аларчун. Кедахун дац и Россия иштлячу и мох кахейцун халду бохш аш бу. Но вы и Россия хейцлушу шуншайна гуштуец. Информации аш еша. Хейслер худу цар шай юк меткят цер эйдл юк метик халх санят. Ичо халх хелри тахандеги тейпандук. Цундела шо халкен аш дяшен шот. Аха итигерлук дадух мекшту. Ах ас кицахун дүйцудушун. Койчо халха солитва ашулу ворит шуду. То алханюк. Татберш сол, сол я социгел шар дунеш дойло душу. От ворит шара аша до асхухуе ночь улкш далилу. Йох метки кос аша, йох юкес. Литва духум Эмерсон. Хан элч литовцы шай маршон улкан чот абел нахбольш. Шай мох биз, шай пачак неш. Шай литовский мох бизш. Шай дешабе дош эрдачун цар. Örsi matr tsadwa shaynu qetso dar tramvay троллейбус o doshduy in троллейбус o shay matadaq qert shaqulshna tsadaq tadaq ingles matadek hayu qadaq no örsi doshduy örsi transkriptsiyosh tsaryu qetso dolit ist tsaraq daq astqerch aq qoyt shahalha Litva vir Amerikire ta politik Пол гобл был шуйс. Шуна вич хазен помеч. О
американский президент, советник Сагу из университета, Тартусского университета, курс лекций Чакякан Мохаммадин Лолс, Хилмекшо. И полгода был сюк телефон тюхар, хинц Европарламент, да, шкойлыш Андрей Кеня Бокше, парламент, литовский парламент, да, шкоярис. Зуд лаймов Андрей Кеня, цу элерсюк. Ишт хокуза йойлах энч охюц, камел дал ушу элер, Америки рверт, сачол, нах мойш политик. Ну сунц эйозер, а из Милуцахар, а ошах кэнтэ парламент, а камел хлэр, присаг вартхо. Хинц шунгуш вол вайдватак Альгердас Эндрюкайтис вар Рита Скопчинска литовский парламент был пешой изи сой и лайма Андрикене и Пол Гобли. Дук амелш дырох ди сахтан. А дицнер куда Россия нохчи пачалк иляч тол хали. И ты хочешь уже том хербу бош от сентябрь борис. Но эти تعتبر شان تخار يهين خربوا أمبونا هذه خربوا صونم قار مصوم دوي أترسع دكتلتش يشوا بولتام وجا دعور بول خوش درقنا إشت إس خربوا تخار أق تبول قبلس أهلر تود إقاعد شريحت شدويت الشكس تو إلرق أش سمجت ديلش إلرق تو نختش أش سمجت ديلش и Россия юхрил шпачакушин. А мелхан лаэлакас из юхит кестюшиз. Угр духахан притча душин бар. А ит притча элерц, ит притча. Оэцу ит притчерен охм собор дамек элерас. И ишт нагасан хила. И хон юхшю духом штицерцу. И цу юк адуалштерк. Сухайна, судиться дуй долждаться. Но из-за аналитический центр американский, царь, хожешь царь, толуш и Россия отдала, что халдуй, толуш царь элхундаркас. Ах, суд аха, ворша дальше, сон гамаги полгобу, дохар инсейн гамагин, хая эльчота английский мата, хая эльчота азборцинг. Ичом уже такого шлять до вас. Ist arma eller dolstui, schir dolstui, Дербах нагасан и притча цвела до 20-го года. Войнохчи почал хилш лер. Ханельчит ах войнохчи мот вейк вейхум халдейту. И конфедерация хилш хаджим клеш тайпа хилс. Ну я хотел коснуться трех вопросов. Это литовские проблематика, потом некоторые свои высказывания по чеченским вопросам и вопросы глобализации, потому что это неизбежно для нас всех. Я вчера говорил, что у нас были партизанское движение, и эти люди думали не только воевали оружием, но и делали документ. Я здесь оставлю, есть на литовском и на английском языке декларации. Они составили декларацию по литовской независимости. Это был 49-й год. Литва была оккупирована Россией. Шла очень жесткая война, я как говорил, 20 тысяч людей погибло. Вот. Но они, тем не менее, написали свой документ, который сохранился, к счастью. Здесь его даже есть копия. Поэтому во всех случаях, вы кому-то отдадите, кому надо, во всех случаях можно и учесть, это у вас тоже делается, но как бы пример, что кроме других действий должны быть документы. Какие-то документы, которые в истории останутся, как вот у нас эта декларация даже утверждена парламентом литовским. И она 49-го года засчитывается как документ юридический. Она действует, значит, с 90-го года дальше. Такой наш опыт. Теперь, ну, как бы, пример, что кроме других действий должны быть документы. Какие-то документы, которые в истории останутся как вот
У нас эта декларация даже утверждена парламентом литовским. И она с 1949 года засчитывается как документ юридический. Она действует, значит, с 90-го года дальше. Такой наш опыт. Теперь еще, что нас связывает с Чеченией, некоторые исторические моменты. Когда вас выселяли в 1944 году, и после высылки ваши чеченские, ну не чеченцы, но чеченские чекисты из Чечении были присланы в Литву. И они ту же самую работу делали с литовцами, как опытные люди. Они высылали литовцев. И вот у нас в архиве сохранился документы тех чекистов, которые были в Литве, их характеристики здесь описано, что они делали в Грозном, где до этого работали. Гость задал два вопроса, после которых он попросил, если кто хочет ответить, кто хочет добавить. Первый вопрос это был о положении муллы в Чечне, о том, как они убивают шайтанов в горах. И второе это глобализация. Как она представляет для вас, какое значение она имеет? Если у кого-то есть ответ на этот вопрос или один? Во-первых, я хотела отметить, что, слава Богу, сейчас молодежь немножко она образованная, она умеет мыслить не только религиозно, но еще и философски. То есть она видит, что происходит, и есть доступ ко всему, слава Богу. И опять же, благодаря той же, наверное, глобализации и интеграции, есть разные мнения, и слава Богу, много сейчас не имеют такого влияния, может быть, их показывают очень влиятельно. Но чеченская молодежь, слава Богу, понимает, что слепо верить тому, что говорят муллы, не надо, и они не будут этому верить. У них есть своя голова, и они думают. Почему вот так вот они сегодня, если поменялась власть, муллы говорят вот то, что надо власти. И на кого они работают, они тоже понимают. И, может быть, со стороны немножко кажется, что чеченцы слепые муллами за этой верой. А все же также и понимают, что вера, она есть, но ее также могут использовать как мощное оружие против, опять же, того же мышления независимости. И все знают, что уже давно этих вербовали спецслужбы, и они работают на них. Во всяком случае, кому выгодно им верить, они будут им верить. То есть верить. Кто как бы нормальный человек, сегодня, если кого-то спросить даже здесь или даже дома, они понимают, что, я надеюсь, что все понимают, что слепо верить тому, что говорят, не, во всяком случае, не надо. Спасибо, Владимир. Ася. Хотелось бы заметить, во-первых, не все понимают. Почему? Потому что даже если мы здесь в Европе находимся, мы как-то, возможно, имеем больше возможность увидеть, что вокруг нас происходит. Но те, которые живут в Чечне, та молодежь, которая живет в Чечне, они каждый день по телевизору видят всех этих они в школе, у них тоже везде это окружение идет религиозное. То есть идейная работа там сильно идет. И как-то у них особо выбора нет, они находятся полностью под влиянием этих мулов, которые находятся в Чечне. И это, конечно, неправильно. И то есть, не знаю. Ну, в принципе, они их используют как свое орудие. То есть самое большое орудие — это у них страх.
они навели страх, а вот это как бы у нас народ всегда был более религиозный, поэтому это они используют как свое орудие, вот это муллы, которые они говорят, как мы видели видео тоже там, где они заставляли их вели в горы и заставляли каждого имама мечети стрелять из АГС, то есть из автоматического гранатомета, и тем самым как бы принять участие против вот этих повстанцев, так скажем, то есть шайтанов, как мы говорили. То есть, и чтобы каждый в своем селе видел своего муллу, который принимает непосредственное участие, надев военную форму в этом борьбе против этого дела. То есть это как бы еще раз доказывает, что это их как орудие, как марионетка они используют. Ну, слава Богу, люди сейчас понимают, что ни один мулла, например, на сегодняшний день в Чечне, их, не знаю, можно быть, там показывали, который кто-то говорит на этого. Например, недавно было один выступал против Кадырова, то есть непосредственно против Кадырова, который издал какой-то указ, и он говорит, это с религией никак не идет, я не буду говорить какой. Сейчас он в Австрии у нас, например. То есть буквально через месяц он уже в Австрии. И мы все думали, а что он, как его так могут оставлять, а он уже через месяц в Австрии. Потому что ему угрожали это дело. То есть на данный момент в Чечне вот эти люди, которые религиозная деятельность, все подконтрольные, то есть они говорят только то, что угодно Кадырову, а не то, что угодно Богу. Нагло это все переделывают и говорят, так ему нужно. У нас мулы. Есть выражение чеченцы «эримспек», поэтому есть различия. И не всякое уважение заслужит, старость заслужит уважение. То же самое может когда-то в исламском учении. Молодежь здесь и терпит, потому что родственники в заложниках сегодня. Если сегодня он выступит в Чечне, против пойдет, дети, женщины, они в заложниках. Только это и все. Нет. Пару слов сказать. Мы в Копенгагене говорили, что российское правительство в 2010 году, 6 сентября, образование и науки предоставит местным русским молодым людям квоты для Осетии, Алании является очень весомым этнокультурным компонентом. Больше. И последнее. Они навели страх, а вот это как бы у нас народ всегда был более религиозный, поэтому это они используют как свое орудие, вот это муллы, которые говорят, как мы видели видео тоже там, где они заставляли их вели в горы и заставляли каждого имама мечети стрелять из АГС, то есть из автоматического гранатомета, и тем самым как бы принять участие против вот этих повстанцев. То есть, и чтобы каждый в своем селе видел своего муллу, который принимает непосредственное участие, надев военную форму в этом борьбе против этого дела. То есть это как бы еще раз доказывает, что это их как орудие, как марионетка не используют. Ну, слава Богу, люди сейчас понимают, что ни один мулла, например, на сегодняшний день в Чечне, их не знаю, может быть, там показывали, который кто-то говорит на этого. Например, недавно было один выступал против Кадырова, то есть непосредственно против Кадырова, который издал какой-то указ, и он говорит, это с религией никак не идет, я не буду говорить какой. Сейчас он в Австрии у нас, например. То есть буквально через месяц он уже в Австрии. И мы все думали, а что он, как его так могут оставлять, а он уже через месяц в Австрии. Потому что ему угрожали это дело. То есть на данный момент в Чечне вот эти люди, которые религиозные деятельность, все подконтрольные, то есть они говорят только то, что угодно Кадырову, а не то, что угодно Богу. Нагло это все переделывают и говорят, что теоретически российское ФСБ посылает люди среди ваших беженцев, завербовывает. Но это не то, что мы будем друг другу не доверять, да, но имейте эту беду. Теоретически не может быть, что не было ФСБшников там в Австрии, в Британии там и другом. Поэтому мы с литовского опыта говорим.
наши беженцы были на Западе после Второй мировой войны, там КГБисты посылались в одну организацию, в другую организацию. Поэтому ну, надо как оба глаза смотреть, больше ничего, без никакой боязни, без никакой трусости или недоверия, чтобы бояться. У нас во Франции целый центр. Центр даже есть. Ну я Привольно умею. чувствует себя. Этот вопрос, кстати, был задан премьер-министру Ичкерии Ахмеду Закаеву совсем недавно, на что Закаев ответил, сказал, что мы доверяем человеку пока по своему коду. То есть по коду, если он за свободу и независимость Чечни, то он наш человек. Если он нам мешает, то он, естественно, является агентом. То есть этот вопрос, да, очень трудно решить, кто из нас является кем, но, по-моему, ответ Ахмеда Закаева самый логичный. Если он за свободу и независимость, то он, естественно, наш человек. Коротко говоря. Ну, видите, он приедет и скажет, что я такой, да. У нас в Литву приезжал Барак. Объединение должно существовать. Ну, ясно. Но он представился как бы, ну, хорошая птица. Ну, мы сразу там И объединился. Ну, видимо, не поняли его, здесь пошел туда. Объединился. Да. А там вы поняли. Там сказала, мечта о такой Чечне. Поаплодируем Эгидрасу, очень хороший был. И сейчас Докудаев Аюбхан расскажет нам о своем докладе. Assalamu alaikum, Mashadov, Subiji. So, as my catching us a text, no, I will really Sajim Bristol's away. When Tan Mahada, Percy Pachaho, way terrorists to went to Suman, that's what Bertha Hatch. Most of that, no Mahada, Bagad used to say. No, way Daisha, look and do it at a kids to its mother. بيحكى اتقام التبوس وبيحكى اللي اتقدم دوس وبيحكى تشيبا هو الألوة دايش جورجا هو الألوة دايش يتشيبا بيحكي يستكن دليل أو قام من تعبولي يتن بيحكي وتعني إير باكل بوش يتن بيحكي باكل بعد سبيل من الغيرتر أي جورج بيحكى يعو بيش تبلي يتعملته بيش بويس تاع وعبوزو بيش لا تبعد سندي لا يوين لا توش ودوك هايو اسكسنا إن شاء الله دام ندوق على سيسنا وين في كل شيء كيسن وين تقوم دبر دام مقلها ويقوم دايدوش وين نقطي موت بيش وين دايسي نروح تشلي تاخد قدام اسمع كان جسروس Чеченцы ногти. История чеченцев – это многовековая кровавая борьба свободолюбимого народа против завоевателей. С древнейших времен, вплоть до завоевания Кавказа России, чеченцы имели свой уклад жизни и принимали живейшее участие в исторических событиях, международной торговле и войнах между отдельными государствами на Ближнем Востоке и Кавказе. В отличие от других кавказских народов и народов мира, чеченцы в своем историческом развитии не знали ни антагонических классов, ни деспотических форм правления прошлого. В общественном понимании истинным князем считал себя и считает каждый чеченец. Французский писатель Шантре писал: в 1887 году во время своей независимости чеченцы жили в отдельных обществах, управляемых через народные собрания, мягко кел. Союзный президент Хорстала царь شوي طيب شغل تكراجع وجي استغني واتساب كوتا كنت سال مهكل بوشو ايش قال شو سال بس قوم تبين هو زما بقبال بلاح اللي تقوم اني واحد خارج انت وبرس لا تسقيش это удали это талам. Среди чеченского народа господствует отчеканенное равенство, и все имеют одинаковые права и социальные положения. Другой немецкий писатель Фридрих Боденштейн, книга, которая вышла в 1855 году, указывает на эти же обстоятельства, констатируя, что чеченцы имеют чисто республиканскую конституцию и имеют одинаковые права.
Борьба горцев Кавказа за свободу и независимость против царской России становилась в глазах европейцев фактором мирового значения. Маркс и Энгельс в знаменитом по тем временам коммунистическом манифесте писали: «Народы Европы, учитесь в борьбе за свободу и независимость на героических примерах горцев Кавказа». Вера единого Бога, рыцарство, благородство, гостеприимство, честь и свободолюбие, почтение к старшим и верность дружбе, жертвенность для общего блага, храбрость в бою, скромность в общежитии и только один раз жестокая мстительность до бесчеловечности, если речь идет о вероломном враге. Вот черты кавказских горцев, о которых свидетельствуют и которыми вдохновлялись великие классики русской литературы – Пушкин, Лермонтов, Толстой, прославляя борьбу горцев за свободу, в авангарде которой стояли чеченцы, и осуждая одновременно жестокие и бесчеловечные методы русских завоевателей. Что испытал на себя чеченский народ после революции 1917 года? На этот вопрос со всей правдивостью ответил достойный сын чеченского народа Авторхан, ныне покойный Далгеш Вайцу, чья жизнь чем-то схожая с жизнью десятка тысяч современных чеченцев, нашедших приют во многих европейских странах от преследования и насилия русских палачей. В своей книге «Убийство чечен-ингушского народа», которая была опубликована в Мюнхене в 1952 году, он рассказывает о трагической судьбе своего народа, половина которой была уничтожена в результате политики Кремля того времени. Что изменилось отношение между демократической Россией, в кавычках, и к чеченским народам в конце 20-го и в начале 21 веках? Равным счетом ничего не изменилось. Россия военной силой оккупировала и захватила чеченскую территорию суверенной Чеченской республики Ичкерия, которая была провозглашена чеченским народом 20 лет тому назад, соблюдая все нормы международного права. Об этом знает Европа, Запад и мусульманский мир. Бесправие, ложь, жестокость, коварство, насилие, все виды оружия, смерть, численное и силовое превосходство – вот тот неполный перечень арсенала, с которым пришла Россия в суверенную Чеченскую республику Ичкерия. Там и сейчас идет война, которую военные называют партизанской. Ущерб, нанесенный чеченскому народу России, перечислить и взвесить невозможно. Выдержать такое чудовищное испытание не под силу другим малочисленным народам России. Грубейшее нарушение международного права и законов Всевышнего России на территории Чеченской республики Ичкерии на глазах демократической Европы, Запада и всего мусульманского мира вызывает в сердцах большую тревогу. Невольно остается вопрос, куда движется мир? Ответ, которому хочется видеть в лучших тонах. Мы, многочисленные поколения молодежи, волей судьбы оказались оторванными от нашей родины Нохчичи. Однако нам повезло, что мы оказались в центре цивилизованного мира со всеми их достижениями и недостатками, что смогли приобщить политической культуре, смогли учиться в крупных университетах Европы, что над нами не давлеет российское имперское иго. И потому мы втройне должны внести в себя те идеи, за которые погибали и погибают наши сверстники, юноши и девушки на нашей многострадальной родине. Мы, как никогда, должны объединиться, находясь на чужбине, и не забывать, что наша родина – это Нохчичи. Пока мы будем жить и дорожить идеями наших отважных и мужественных отцов, будет жить и наша родина Ичкерия Нохчичи. Заканчивая свое выступление, хочу ответить на вопрос, в чем же провинился чеченский народ перед Россией за столь бесправное и жестокое обращение с ним, с которым так легко можно было бы договориться, если апеллировать ее рассудку, не оскорбляя ее национальную честь, религиозное чувство и личное достоинство. Народ чеченский виноват лишь в том, что он,
никогда и ни при каких обстоятельствах не променяет идеи свободы, дарованные ему Всевышним и признающим международным сообществом. Живой будет чеченец, идея свободы будет востребована. Чтобы узнать чеченца, надо уяснить себя, что не каждый является истинным чеченцем Нохчева, который разговаривает на чеченском языке. Язык может знать любой здравомыслящийся человек, изучив его. Я, как сын чеченского народа, буду учиться и вести борьбу всеми дозволенными методами. Первое, чтобы освободить Чеченскую республику Ичкерия от российских оккупантов. Второе, чтобы понесли заслуженные наказания виновные в совершении геноцида над чеченским народом. Я твердо верю, что многовековая и справедливая борьба чеченского народа против России за свою свободу и независимость, в ходе которой он жертвует лучшими сынами и дочерьми, проливая кровь на поле брани, будет по достоинству оценена мировым сообществом и приобретет сторонников как среди простых людей, так и среди здравомыслящихся, авторитетных политиков, правоведов, общественных деятелей мира. Верю, что чеченский народ приобретет свободу и независимость, будет жить в сотрудничестве с другими народами мира, принося обществу посильное благо. Я благодарен тем народам и правительствам за оказываемую помощь и поддержку чеченским беженцам. Я уверяю их, что чеченцы этого не забудут. Да поможет нам Всевышний в наших благих намерениях. Вы можете заняться. Вопросы будут? Вопросы, если есть у кого-то. Что дюшу архитектор Павла Ангелеса тоже есть вопрос. Да, вот как вы смотрите на продолжение широкой вооруженной войны на судьбу сегодняшней? Сопротивление или как? Да, вооруженная борьба. Позитивно. Нет. Дело в том, что он только про строительство. Он про строительство может рассказать. Я думаю, что военный вопрос... Не, он, наверное, ко всем дает вопрос, да? Всем Может. задает. Нет, почему? Вот здесь интересно факты изложены исторические, правильно, интересно. Кто бы хотел ответить? Крепкие такие факты, но здесь вот сегодня как? Я бы сказал, ну, сопротивление никогда ни при каких обстоятельствах там, не прекратится. Да, там информационная блокада есть, российская пропаганда работает на всю катушку, и иншаллах, те, которые там воюют, они, те, которые верят в независимость, в свободу за все ценности человеческие, да, те, которые знают, за что они воюют, они никогда не остановятся ни при каких обстоятельствах. И даже если западная пресса, они об этом не говорят, мы это знаем, иншаллах. И мы всеми своими возможностями мы поможем, мы поддержим, да, но сопротивление будет давно продолжаться. Ну а если это продолжение ситуации будет еще 50 лет? 400. По поводу, вот, один из этих вопросов тоже затрагивался о будущем сопротивлении. И все факторы указывают на то, что при условии невмешательства со стороны, скажем, цивилизованного мира, третьих стран или Америки, либо Европейского Союза, то сопротивление будет даже увеличиваться. Потому как Россия не только ставит наш народ в такие рамки, но она еще сама себя тоже загоняет в те же, тоже так называемая демографическая яма, которая подогревает это сопротивление. Спасибо. Я понимаю, что чеченцами на эту тему разговаривать трудно. Я знаю ваш менталитет и исторические моменты, но ситуация меняется. Ситуация меняется. Путин будет 12 лет президентом. 2 срока, да, без исключения. Имейте в виду.
чекист является У них чекистом. план такой, вы хотите сказать? Нет, Да, они рассчитывают, что они получат. нет, так все Никто скоро не делать. может нам дать гарантию, Вот. что его не будет. И поэтому наши Да. уважаемые гости из Риги об этом и пытаются Вот сказать. момент. А есть А как меняется? Смотрите, на первой войне у вас люди, которые помогали сопротивленцам, да? Хорошая война, там, ну, в смысле, в смысле организована. Значит, это было одно положение, а сейчас вот, когда люди носят помощь из низменных или селах на гору, они надевают маски уже. Понимаете, какая инфильтрация есть, какая ФСБ-служба и среди повстанцев, и в этих селах и так далее. Это очень большие потери. Но мы же понимаем, что это вопрос ресурсов. Все эти Вот, информационные ваши вопросы. ресурсы. Вот. Я из-за ресурсов говорю, не о смысле. Что от вас останется, понимаете? Останется. Мы тоже потеряли 20 тысяч. Никто не говорит, что вот глупые были там, тут нет. Это все нормально. Тоже нормально и то, что сейчас, что идет. Вы сопротивляетесь, это героически, это уже дух большой проявляется и так далее. Но в отношении большого интервала надо что-то немножко подумать. Ну как подискутировать. Я не говорю, что так делайте. Но большие, что у вас останется из людей. Даже на Западе, смотрите, приезжают, убивают там и все прочее. Сейчас такие моменты есть. Как это возможно? Запад, вот видите, какой Запад. Так что, а что вы говорили, контингент? Никогда не будет никакой контингент в России. Ни одного. Да. Все. Мы не говорим про Россию, мы говорим про Чечню. Нет, ну, что в Чечению ввели. Все равно, так сказать, через Россию. Все с Россией имеют. Москва. Через Москву. Это никто не решится. Как это, боже мой. Это вопрос времени. Вопрос, ну да. Конечно, если Россия уже пойдет, она идет, понемножку идет вниз, но... Марат хотел что-то добавить? Да, я в продолжении вот этой тоже демографической темы, я сказал, что население России сокращается катастрофическими темпами. В то же время население Чечни, несмотря на все эти войны, растет. Говоря о нашем потенциале, поверьте мне, потенциал будет. И да, уже даже по официальной статистике, может она несколько завышена, может она привирает, но она показывает тенденцию. И эта тенденция положительна в чеченском обществе. Есть такой так называемый в демографии феномен, называется молодежный пузырь, youth bulge. Вот этот youth bulge, он в общем как бы является предшественником такого конфликта. То есть все теоретики, они указывают, что если в обществе существует наличие определенного количества молодежи, и это количество молодежи растет, то есть страна потенциально конфликтная. Но это смотря тоже с какой-то точки зрения. Либо это страна большая и внутри конфликт, либо это межэтнический конфликт получается, как в нашем случае. И в нашем случае это действительно получается так, что то есть наличие того потенциала, наличие вот этой молодежи, наличие тех факторов, про которые я говорил, которые не позволяют наступлению замирения хоть какого-то, это все вот подталкивает, это все подогревает конфликт, который и будет продолжаться, и будет нарастать. Пока не придет понимание того, о чем говорил Магомед. И когда, наконец, Европа осознает, что безопасность ее территории, она связана и с безопасностью на территории Северного Кавказа, Южного Кавказа и так далее, это все начнется решаться, возможно. Но для этого нужно осознание, не только наше, но и европейское. Ну, европейцев там какого-то Шрёдера перевоспитать В том-то дело, что уже даже было очень трудно. И, ну, несмотря на то, я хочу вот такой момент, но тоже. А вот здесь диаспоры, сколько ваших людей есть в Европе? Сколько они вот 100% будут возвращаться или 100% будет крепко работать
сторону независимости политическими, культурными. Данную? Да. В данной ситуации, которая сейчас Да, реально... да, вот такой вот интерес. Или когда изменится ситуация? Потому что наши литовцы многие уезжают и сюда, и, понимаете. Уезжают, ну там хорошо, квартиру покупил, там то. Ну, я Литву издалека люблю, конечно, там, моя родина. Вот не угрожать, я не констатирую, я просто спрашиваю. Это можно, вот, есть такие настрои, ну, ваших людей вот осталось не так мало, наверное, и в Казахстане, когда вас выселили. 6 тысяч осталось. Да, очень Вот. Так вот, если время придет, X время, вот будет ли, не останутся они там, Париже? Я с себя начну, я, наверное, яркий пример, потому что я купил здесь квартиру в лизинг, однокомнатную, 32 квадратных метра. У меня дома, мне отец оставил наследство, дом 150 квадратных метров, 13 соток, Урус-Мартане, самое безопасное село с точки зрения. Он на меня оформлен, но я не остался там жить. Для меня это невозможно, потому что я чувствовал вот такую удавку у себя на шее. И решил уехать оттуда. И я даже не сомневаюсь в том, что когда там ситуация изменится, когда мы ее изменим, там, что я вернусь вместе со своей семьей туда. Вот мой личный пример. Ну, каждый может за себя ответить сам. Ну, я заканчиваю тогда. Извините, что мы перебиваем здесь. Значит так, я, если говорить, то надо... Но сопротивление есть и есть, ну, политическое, культурное действие ваше. Здесь, дома, так. Сколько на военное, сколько на, ну, как назовем, политическое гражданство. Я думаю, что большая часть должна быть не военная, а больше духовное, культурное, политическое действие. Ну, я никакой там оракул, что мог сказать, сколько процентов. Но больше мое мнение такое, что вы сохранили, себя сохранили, дух сохранили, традиции сохранили. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Маленький вопрос задать, чтобы значит, к тому, что вы сейчас сказали, значит, вы все-таки думаете, что, хотя не может быть, понятно, что не может быть полномасштабных военных каких-то действий более сейчас, крупно. да? Но все-таки возможно ли какое-то политическое или культурное сопротивление против той же России, если у нас не будет хотя бы маленького сопротивления военного, то есть те же партизаны, та же партизанская война, если их все-таки не будет базы вот этой сопротивления военного, возможно ли все-таки политическое? И каким образом все-таки? Ну, я знаю, чеченский менталитет, не дай бог, не касайся меня. Значит, У вас же большой опыт. да, ну вот я литовский опыт, я не то, что теорию. Вот в Литве 20 тысяч, я говорил, погибло партизан. Все. Потом высылали, там тоже около 200 тысяч людей, сбежали на запад, там 120 тысяч и так далее. В общем, был большой. Но люди в культурном плане работали. Писатели писали, художники, музыку, песни, танцы сочиняли, выпускали эти подпольные журналы, газеты. У вас тоже на ногче языке идет радио там передача. И «Голос Америки», «Радио Свободы» тоже наши слушали. И когда уже пришел 90-й год, ну, уже ситуация такая, развал Советского Союза был, мы как-то были... Свое «я», свое «да» и свое «нет». Вот вырастет, я думаю, из этой когорты юношей и девушек новая политическая элита Чеченской республики Ичкерии.
Не дай Бог им сил, здравия, умения, терпения, самое главное, терпение. Терпение выслушать иное мнение, инакомыслие. Сверстники в Чечне это те же чеченцы. Просто они одурманены. Они не понимают, потому что ежечасно, 24 часа в сутки над ним действует вот этот мулла, вот эта пропаганда. А потом пляски. А потом в субботу, воскресенье пляски, песни и пир, как говорится, во время чумы. Я думаю, они найдут и понимание, и здравого смысла, чтобы понять и тех своих сверстников, и на конструктивной основе дискутировать с ними. И каждый, если поговорить с каждым в отдельности, даже с членами правительства, как правильно вчера Аминат Саева говорил, они тоже за Ичкерию, они тоже за государственность. Выехал глава парламента в Норвегию, он тоже любит Чеченскую республику Ичкерию, он тоже за самостоятельность, за государственность. А возвращаясь, он говорит на другие совершенно вещи. Один на один с глазу любой чеченец, какой бы коварным он нам не казался, скажет, я тоже чеченец, я тоже не люблю этих русских. Но у него свое мнение, у него душа, как говорится, я сказал, фискальная душа. Но у него любит он деньги. Вот так, я думаю, вот эти ребята... Я хочу заняться собой. Что вообще подразумевает Еврокомиссия. Пока бумаги прочитать, потом. Мы слушаем первую группу, которая приготовила. У вас есть время пока еще. Только слушайте, пожалуйста. Я писал коротко, так как называется пресс-релиз. Если бы я начал описывать всю конференцию, то лучше бы 10-20 листов. То есть, первое, что произошло, это конференция началась с Чеченской республики Ичкерия. Дальше произошло выступление государственного министра Абдулла Арханова, который вышел, вместе с нами помолился и произнес очень великие слова, молитву, и в конце концов заметил для всех нас, что молитва всегда являлась важной. И также он помолился за всех, которые погибли, которые погибают и которые сражаются за свободу в нашей стране. Третьим, Аминат Саиева также рассказала об интересной своей истории, как она была связана с политикой, об истории ее вместе с Альгердасом в Литве. Это, по-моему, было очень интересно. После вышел Альгердас Эндрикартис, который рассказал про бывшую оккупацию Литвы, сравнивая ее с чеченской проблемой. Заметил 20 тысяч погибших партизан, что, по-моему, является очень близко к чеченскому вопросу. Также предъявила положение создания монументов памяти чеченской борьбы за свободу и предложила о собрании финансов для воплощения этой идеи. Также были предъявлены некоторые примеры в размере от 20 тысяч или сколько-то, если каждый смог бы выделить хотя бы по 1 евро. Также задал вопрос о положении чеченских муллы. Кратко дал понять негативную сторону глобализации, которая портит культуру каждого народа.
Дальше на пятом вышел Аюбхан Докудаев, который выступил со своим докладом, и он начал свое выступление с чеченского языка, где обратился ко всем. Был заметен очень сильными рассказами старейших в Чечне. Аюбхан напомнил о французских и немецких писателях, где их предсказания также сошлись с проблемами в Чечне. Аюбхан выступил со своим докладом, в котором он также призвал всех чеченских и молодежи, и взрослых объединиться в одну единую. И под конец Альгердас Эмиркатис и Амина Саиева отвечали на вопросы молодых чеченцев, которые, я считаю, очень заметны в этой конференции, так как вопросы и ответы, длительность, продолжительность этого всего заняла около 2,5 часов. И очень многие вопросы были, по-моему, решены, где финальной точкой было то, что чеченская молодежь сегодня должна рассказывать о чеченской проблеме везде, и в школе, и в университете, и там, где учатся. И под конец чеченская молодежь приготовилась выйти и посмотреть на достопримечательности города. Не знаю, Следующая группа. Вообще заходит А можешь оттуда? Только что... Нет, мы хотим тебя фотографировать. Выйти. Короче, тут несколько слов всего написано. Да. Жить вместе за Россию, жить вместе Объединенной Европы, чеченский клуб. Время проведения конференции начиналось 28, это как бы в прошедшем времени, 28 по 5 мая в Эстонии, в городе Таллин. Целью конференции была объединить чеченскую молодежь, проживающую в Европе. В нашей конференции приняли участники разных европейских государств, и не только европейских, таких как Канада, Грузия, Великобритания, Чехия, Австрия, Германия, Франция. Участники организации затронули такие темы, как военная обстановка в Чечне, отношения европейцев к чеченским беженцам, социальная обстановка в Чечне и многие другие. Группы вели дискуссии на разные темы, проводили семинары, экскурсии и игры. На конференции были достигнуты важные цели, такие как общение и знакомство чеченской молодежи, проживающей за пределами Родины. То есть их дальнейшие контакты между участниками конференции и так далее. Дальше я не буду сказать. Следующая группа. Пусть он зачитает по-английски. Все внимание на меня. Пасмом людей в центре Таллина состоялась солнечная конференция 27 апреля. Конференция в формате молодежного обмена была организована Союзом чеченской молодежи «Новчир». Темой конференции является «Жизнь чеченцев в Европе». В мероприятии принимали участие активисты из разных стран: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Чехия, а также гости из Латвии и Грузии.
Открытие началось с гимна ЧРИ, с приветственным письмом председателя Кабинета министров ЧРИ Ахмеда Закаева, которое было зачитано государственным министром ЧРИ Абдуллой Аттахановым. Далее. С докладом выступили Андрикайтис Альгирдас из Латвии и председатель ЧРИ в странах Балтики Аминат Саиева. Ничего страшного. Эти неточности мы поправим. Следующим выступил активист из Германии Аюб Дакудаев на тему Чечении. После выступления Аюба Андрикайтис задал вопросы молодежи на тему духовенства и военной политической ситуации в Чечне. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Следующая группа. Все свои, все свои. Попадается. С 28 апреля по 6 мая в столице Эстонии в Таллине состоялся съезд чеченской молодежи Нохчичу. Организатором конференции является Магомед Мухтурадиев, председатель Союза чеченской молодежи, являющийся гражданином Эстонии при поддержке Еврокомиссии. Участникам программы была молодежь, приехавшая из разных стран Европы, таких как Германия, Великобритания, Чехия, Австрия, Франция и непосредственно Эстония. Каждая группа состояла из 3 молодых людей, являющихся студентами или школьниками. Также были приглашены гости, политические деятели из Литвы, Эстонии, такие как Альгирдас, Андрикайтис. который поделился своим огромным опытом работы в чеченском вопросе, и Аминат Саиева, представитель Чеченской Республики, Ичкерии в странах Балтии. Программами конференции является каждая группа выступала с докладом на определенную тему. Обсуждаются такие вопросы, как политическая и социальная ситуация оккупированной Ичкерии, положение чеченских беженцев в Европе, дальнейших перспектив и возможности чеченского народа для обретения долгожданной независимости. Эта конференция нас вдохновила и дала надежду на обретение нашей независимой Родины. И молодежи, выросшие вне Родины и раскиданные по Европе, по миру, способны вести активную политическую жизнь, что она способна вести активную политическую жизнь. Следующая группа. Все свои, да? Вы стеснительны, вы чуть-чуть уже. Перед тем, как Шамиль начнет зачитывать свой first release, и хотела бы просто сказать, что он плохо говорит по-русски и не совсем понимал, чего от него хотят. Я ему предоставила свободу мышления, пусть он сам, я просто сказала ему, что вот что ты думаешь об этой конференции и что ты почувствовал, то есть что ты увидел, приехав в Таллин,
принять участие в этой конференции. И вот что он написал. Я не успела перевести на русский, но то есть я сделаю это уже после того, как он зачитает по-английски. When I first stepped out of the car that took us from the Estonian airport to the hotel, first thing that caught my eyes was the national flag at the entrance of the hotel, along with the EU's flag. I immediately felt proud. I felt proud to be a Chechen and proud to be here with the rest of you. The conference called Living Together in Common Europe, the Chechen Way, started off well, with a short introduction of what was going to happen throughout the week. The next day, I entered the conference room, and the walls were covered with the flags of EU countries and the Chechen flag. We began by listening to the Chechen national song, and during this song, all of the participants stood up, and once again, I felt proud. Proud to be Chechen, and proud to be part of this community. After that, we started with the presentation of 3 guest speakers. During this day, a lot of topics were covered concerning the situation and how we could influence change in the country of Chechnya. From my experience during this day, I believe we should try to support each other to speak more in Chechen. I also believe that we should try to get more in touch with our culture and our history. I'm happy to say that I met a lot of nice, kind people from different countries that are also Chechen, as I do not get the chance a lot. I hope that this kind of conference will continue to take place in the future. And next year, I will also be able to participate. I believe throughout time, because of these conferences, we will gain our freedom in Chechnya. Сегодня я тоже своим талантом, так как я ногчу, я есть свой талант, который еще не забыть, но решил поделиться с вами тоже взаимно. Думаю, у вас есть путь воображения своего, своим понятием, несмотря на то, как я нарисовал картину. Вы сможете только определить свое мнение по моей картине. И картины, которые я нарисовал, то эти картины связаны большинство с как я приехал в Австрию, начал рисовать картины масляными красками, как сказать. А вообще-то я начал рисовать детство. Детство было, картины были у меня о войне. 7 лет. И так как когда во время войны приехал в Украину, с тех пор я начал рисовать о войне. В Австрии у меня была уже персональная выставка. Были очень рады. Дали премию и так далее. Талантный бейку, тогда дек потрошку и ситуация ему ног шулях сексор туса дилан. Но масса саш хада ишта, да сам дальше. Следующий раз поможешь. Ну, третий, а может быть. Потихоньку ставить. Фотография нарисовала масляными красками, как я мог. Эта картина я писал 4 дня. Как бы нарисовал каждый листок, всего от малейшей детали до
масштаб и так далее. Это, в общем-то, хочу сказать, что эта картина наша первая рисовала масляной краской. Первая картина? Да, первая картина, да. Которую он начал с масляной краской. Он дергал, здесь надо. Имя я, конечно, не давал, секретной картине имя не даю, конечно. Это просто натура. Это натура еще... Натура это, кстати, не срисованная, пейзажи, это еще только моя фантазия. Дорога в лес. Дорога в Чечню, а? Такая дорога из леса, сейчас можно даже сказать. Это с города вниз дорога. جملوا مثلا قالت لك انا اشتعال زي вот этот вот результат нарисовал в 2009 году, вот так тоже начал пробовать. Если кто не поймет, объясню сейчас. Это море, на фоне моря, закат солнца и облака. Кто не может понять, да, если у каждого свое понятие по картине, да, только подумает, да, это ничего такого нету. Но мне мнение не важно, кого, кто как думает. Да, яму, как по-своему стиле. Надо что-то обобщить. Есть пару картин, которые нарисовал акварелью. До сих пор краски сходятся, сохранил. Вот эта картина, тоже попробовал рисовать акварелью, конечно, трудно рисовать акварелью, так она пусть размазывается. Но, в общем-то, из этой картины я делал то ночь, то день, то утро, и только вот так вот я завершил. С рассветом, эту картину сохранились вот до сих пор. Отпечатки. Как кстати, того я. Того. Того, почему это? Того. Тут я выразил пляску натуры. Назад, в плане, видно, незаметно Кавказские горы, типа на Кавказе. День на Кавказе. Вот чувствуется ветер, не знаю, я как нарисовал, где-то березы. Окраина Мартанчук. И наконец-таки нас за то, что все ожидали. Это Кавказские горы и национальная башня, Чеченская национальная башня. Тоже акварельные. Тут фон вышел, конечно, не так, как мне хотелось, но акварель меня достала, и поэтому пришлось завершить в таком виде. Он еще сзади старался сначала. Следующий, только что тоже, не помню, сколько дней нарисовал, тоже акварельные краски. Кажется, что будто масляными, но вот это тоже акварельные краски, тоже лес. Хотя эту картину я в реале видел, вот фон я рисовал. Дальше дома нарисовал, в общем-то. Азия Лера, но в случае чего этой картины просто до деталей я рисовал, каждый листочек выразил своеобразное настроение в картине.
Это вот, кто не поймет, может спросить, что это. Что это? Короче, если это, Юрдагор. Цунами. Это море. Море, облака, бушующее море, конечно. Тоже курение красное, нарисованное. Тут вот белые, это сверкание, как бы, будет своеобразно нарисовать. Пена. Конечно, вот пару копий. Все показывает, все показывает. А? По порядку все показывает. Нет, ему самому очень интересный комментарий он дает. Записывайте, что надо решать. Да. Сейчас достаточно حسب الناس копию, там пишет. Но две фотки оригинальные. В общем-то, первая картина кавказский. Интерьер. Кавказский. Натюрморт. Кавказский стол, может. Натюрморт. Халда Хиндуя, вид стоит. Чему что это написали. На фоне чеченского флага. В общем-то, я забыл, вот, как я название какое-то дал, и все видно связано с кавказским. Да? Натюрморт. Вот эти копии можно вот так вот, чтобы все смотрели, да? А следующая картина о войне, которую я нарисовал 15 лет, благодаря тому, что сохранил в то время, да, копии. Тавансный гайд, уштага, с дехко сашко, это доса, жимала ногчу, ляхца, сортуса, дилан. Но может саш хада ишта, доса, он дальше. В следующий раз поможет. Мой Петя, почему ты доставит? Масляными красками, как я мог. Эта картина я рисовал 4 дня, как бы, ушло. Чтобы нарисовать каждый листок, всего от малейших деталей до масштаба и так далее. Это, в общем-то, хочу сказать, что эта картина, она первый раз нарисовала масляными красками в Австрии. Первая картина? Да, первая картина, да. Которую он начал с масляными красками. Масляными. Автор, работы масляной краски. Как называется? Он делала надо. Называется как? Название есть картина? Имя я, конечно, не давал. Серьезно, картина имя не даю, конечно. Это просто натура. Это натура еще. Натура это, кстати, не срисованная. Пейзажи. Это еще только мою фантазию. Дорога в лес. Дорога в Чечню, а? Мне говорят, дорога из леса, вот сейчас можно так сказать. Это с города вниз дорога, не в город. Джумду, Масана, Ишгайт, Нашана, Иштаж, или здесь поставили потихоньку. Следует штатский может пользоваться. Это сорт докада доходит. Ада, сорта Видите, какая у нас молодежь? Рисовал или по фантазии? Не. Ты можешь, Пустомет, могли пришло ударить. Детские. Есть пару картин, которые я нарисовал акварелью. До сих пор краски сходят. Он еще сзади старался сначала, а потом... Да, вот сейчас. Шаришь на Следующий, собственно.
السلام عليكم أجيجي سبحان الله أسر مطالع دور واخا لك الدور واحد مش أنا Здравствуйте, уважаемые участники первой конференции чеченской молодежи. Я приветствую всех собравшихся здесь, моих соотечественников и наших друзей. Меня зовут Шамиль, и приехал из Норвегии, далеко от нашей родной страны, в которой проживаю с 2007 года. Все собравшиеся здесь, мои соотечественники, молодые люди, были лишены, как и я, лишены детства, лишены своей земли. Мы поколение, у которого покалечены души. А тысячи наших сверстников не дожили до нашего возраста, им не дали дожить. Здесь собрались те, кто чудом уцелел после чудовищных воздушных и наземных атак российской армии. Их, наших сверстников, беспощадно уничтожили в подвалах, жилых домов, в транспорте, на пути к спасению. Постреливали на улице. А мы, оставшиеся живых, оторваны от своего народа, оторваны от своей национальной традиции, от своих корней. Мы вынуждены жить на чужбине. Но мы прекрасно осознаем свою миссию. Эта миссия обязывает нас, молодежь, продолжать дело наших предков. Те, кто до последних капли крови отстаивал наше право на свободу и независимость. Мы готовы продолжать это священное дело. Мы готовим себя к встрече со своей Родиной, куда мы все обязательно вернемся. Итак, и эта конференция лучше тому доказательство. Доказательство того, что дело, за которое дали свои жизни герои нашего народа, сотни тысяч наших соотечественников, продолжается. Наша история богата и тем, что все наши лидеры, которые боролись за нашу свободу против оккупантов, погибли в схватке этой неравной борьбе. Вспомнит ли кто-нибудь из присутствующих подобный случай в мировой истории, когда лидеры погибали один за другим в борьбе, защищая свой народ? Мне подобный случай неизвестен. Чагар Дудаев, Селимхан Мендарбиев, Аслам Асхадов, Абдул Галим Садулаев, Дагад Обалбек. Мы находимся в эмиграции, вынуждены приспосабливаться к условиям других стран, но и свои традиции не имеем права забывать. Руководство России делает все, чтобы уничтожить наши корни, одурманивая сознание подрастающего поколения. Что сегодня делается на нашей Родине? Но мы должны использовать все те возможности, которые нам предоставили те страны, в которых мы сейчас проживаем. Чтобы подготовить себя к будущей жизни, мы должны осознавать и использовать этот шанс. Нам нужно учиться у этих стран, но не забывать при этом свои традиции, язык и свои корни. У нас нет права вести беспечный образ жизни и оправдывать его нашей молодостью, так как на нас лежит ответственность перед нашими невинно погибшими сверстниками, ставшими жертвами российского геноцида и террора. Вспомните слова российского генерала Ермолова, убийцы нашего народа. Я видел много народов, но таких непокорных и не поддающихся, как чеченцы, на земле не существует. И путь к завоеванию Кавказа лежит через покорение чеченцев, а точнее через полное их уничтожение. А вот это уже непосредственно у нас с вами. Государственная политика России должен стать геноцид чеченского народа. Не следует забывать, что
В Чечне уже выросло поколение молодых людей в условиях войны и ненависти к русским. Стремление сегодняшних чеченских мальчишек отомстить обидчикам любым способом будет проявляться не только на территории Чечни. Выдержка из речи депутата российского парламента Башкакова. Как видите, на нас намеренно уничтожить, как свидетели резни. Учиненное российскими оккупантами в нашей республике, как непокоримый народа, как народа, ценящего свободу и свою историю. Наше же спасение в нас самых. Пока есть единство, мы не победим. Да, борца, бой, Уже очень умные мысли и интересные дискуссии были. Так как последний президент Асет была, и она пропагандировала идею образования. Я сам тоже всю жизнь учусь, это уже стиль жизни, буду продолжать так же. Но иногда приходит время, что уже пора делиться своими знаниями, и я думаю, вот как раз удобный момент настал, и вам не уйти. В общем, тема. Бог, спасибо. Я буду говорить о отношениях Грузии и Чечни. Это, если так более конкретно озвучить, это отношения Грузии в отношении Чечни как республики и отношения Грузии к чеченцам. Это две разные вещи. И до того, как я так более конкретизирую это, я начну с общего знания, которое, надеюсь, вам тоже пригодится, уже как мне пригодилось. И некоторые из вас настолько... Я очень извиняюсь, что появилось слово «Россия» на показанной редакции. Это бывают сбои. В общем, некоторые из вас настолько молоды, что, наверное, даже, возможно, даже на карте не знают, где находится наша республика, и для них это только точка, так как для более взрослого поколения, кто помнит, как оттуда выехал, по крайней мере, в зале, это уже более понятие, не знаю, осязаемое, что ли. И говоря о Чечне, нам не избежать геополитики. Наука очень популярная, очень важная, и без нее жить, в общем, нам никак не придется. Почему? Потому что каждый чеченец, он с детства, с рождения, он в политике. Невозможно, нет чеченца без политики. Это сделали так. Мы, может, сами и не хотели бы, но пришлось. И вот, если вы видите, наша республика, вот здесь на карте, вот это границы, здесь Ингушетия, тоже родственная нам страна. И, как видно по карте, Чечня окружена только землей, то есть у нее нет выхода к морю. А без выхода к морю возможности ограничены. Если то есть здесь выход к Черному морю, допустим, вы можете сесть на корабль и приплыть в Англию. Если есть выход к Каспийскому морю, то там более ограничено, так как это как бы озеро, все равно нет выходов в океан, то вы можете все-таки приплыть и в Иран, и в Казахстан. Вот. Чечня, она ограничена. Но это не значит, что все кончено, нам надо умереть и так далее. Есть много стран, которые ограничены, но им повезло в геополитическом плане больше, чем нам. Почему? Потому что они окружены не Россией в основном, а нормальными странами. И есть выход не к двум странам, то есть если вы видите по границе, мы граничим вот
Справа у нас Дагестан, это Россия. Сверху вот Ставропольский край, это тоже Россия. Сбоку у нас вот Ингушетия, ну и вот здесь вот там разные разговоры идут, это то ли кусочек Осетии, то ли кусочек Ингушетии в общем. Но так или иначе, вот с трех сторон у нас Россия. И вот здесь вот, это тоже по истории, это была Россия. Это была Россия очень давно, с 1800 года, это была российская часть Российской империи. И уже тогда мы были окружены везде Россией. И сейчас Грузия независимая страна. И она единственная страна, через которую у нас есть выход во внешний мир. Больше нету стран. И из этого, исходя только из этого, как минимум, я бы хотел, чтобы здесь была Англия. Но, к сожалению, нет. Вот. Но исходя из этого, нам приходится строить свои отношения именно с Грузией. Вот и поэтому... Я хотел бы, наверное, чтобы Англия, потому что она как бы имеет ресурсы какие-то, не потому да, что грузины как бы... потому что Англия себя уважающая страна, потому что Англия может за себя постоять, потому что Англия может сказать, что мы хотим сделать это, и они сделают это. А Грузия страна маленькая, во-первых. Во-вторых, Грузия страна зависимая. В-третьих, у них есть комплекс, который остался от того, что они были в подчинении империи очень много лет. Вот с 1800 года, это больше 200 лет, они были в империи российской. До этого они были в других империях. Вот здесь была Отtomанская империя, где Турция, вот здесь вот это была Персидская империя. И вот эти империи, они всегда, в общем, в принципе, рулили Грузией. И поэтому у них этот комплекс остался. Они и до сих пор, когда пытаются делать свою независимую политику, это все, независимой политики у них фактически не может быть. Потому что она маленькая страна, и им надо оглядываться. Вдруг мы сделаем какой-то неверный шаг, и Турция, вот даже вот этот вот маленький кусочек Турции, и этот маленький кусочек больше, чем Грузия. Вот здесь вот Персии, ну Ирана современного, его почти здесь это не видно, но тем не менее этот кусочек можно сравнить вот, с Грузией по объему. Но так или иначе Грузия получила свою независимость, чему мы очень рады, потому как у нас появился выход во внешний мир. Сейчас тоже сказать так, что появился выход во внешний мир я не могу. Почему? Потому что Грузия не была настолько дружественной нам, что открыла границы и сказала, вот, пожалуйста, наши братья-чеченцы, вам окно во внешний мир и так далее. Тем не менее, мы рады, потому что, возможно, эта политика поменяется, возможно, и она начала меняться. На самом деле, если смотреть исторически, у нас очень много общего с грузинами. Вот эта вот часть вот Грузии, вот эта часть, она исторически, фактически Чечня. Здесь живут разные горные народности, которые по своему духу, по своим обычаям, по своему языку, они ближе к чеченцам, нежели грузинам. Сами грузины тоже, если вот кто-то, вот Ася жила там, Мадина жила, 4, вы слышали, там ну просто общие слова находишь даже в языке. Самом он даже мод букшса хильче, сашидош кардопа, вот, например, фотон, катами, олоха, ну и вот такие вот моменты там. Сахт, дуцер, то же самое, как и у нас. У них счет точно такой же, как и у нас, то есть 20-чный. До 20 считаешь, потом уже начинаешь 20 плюс 10, 20 плюс 20. Дети это вот этот компьютер, дети. Вот я его покупаю, DOS здесь, ничего больше нет, чистый диск. И то, что мы туда загружаем, то они и знают. А когда они становятся совершеннолетними, они уже сами подсоединяются к другому социуму, получают информацию и сами уже формируют себя как личность. И если вот эти пустые компьютеры, которые там рождаются сейчас, дети, да, наше поколение новое, и которым загружают, Путин является проспектом Победы, он сделал очень много для вашего народа, чеченского им говорят. Он вам отремонтировал, построил вот эти здания красивые, он дал красивые флажки, это называется пропаганда. И нельзя этих детей называть, потому что ты был октябренком, да? Ты в Чечне же родился? Нет, я не успел, конечно. Октябренком. Я был октябренком, понимаешь? Мы все знали, кто такой дедушка Ленин. Я его тоже уважал до определенного момента, пока сам не стал понимать, что этот человек сделал для нашего народа. И Сталин кто такой. Мы не можем говорить. Если бы меня кто-то назвал пассивным, я бы обиделся.
Я не был пассивным ребенком. Я учил коммунистические стишки, я читал это все, ходил с флажком, понимаешь? И ты не можешь называть молодежь пассивной, если у нее нет других информационных ресурсов. Ты не можешь, у тебя нет на это права просто, потому что они абсолютно... Ну, молодежь не стремится узнать, как будет кто-то стремиться, если в Чечне, я летом был в Чечне, друг другу боится что-то рассказать, что он знает. Потому что он не знает, может на него сдать. То же самое, страх в Чечне. Этим летом, да, Чечне? Да. Если он хочет это узнать, ему друг, лучший друг не расскажет, потому что у него страх. Потому что он знает, он не расскажет. И все сейчас в Чечне, все молодежь то же самое. Я же простой пример. Это и хорошо. Тройка балдешвот телефон моду ситуация. Никакой ситуации нету. Мы работаем, они честно работают, просто на стройке. Нам уже 8 месяцев. Хазяхилш, энтибуш, заткнись вот таким языком. Не то, хуется уже, что я могу сделать, Бог? Я умаю объезд Бог, потому что у тебя семья, у тебя родственники, и ты сидишь, сам себя не уважаешь. Вот так они живут. Я будешь, но потеряли себе уважение, потому что какой-то хуется уже могут в лицо плюнуть, женщину тронуть, оскорбить или один момент это будет взрыв. Я пока поснимаю все. Марин, да? Как насчет? Собой? Такой пейзаж, красивые девушки и я. Да. Нет, вот он. Уже по принципу. Маленькая страна не хочет тоже лавировать между большими странами. Может быть, Америка и Россия могут делать все, что захотят и где захотят. Исходить, вот это можно назвать не комплексом, но ты хочешь, не хочешь. Если одних обидишь, то от них получишь, если от других. У нас нет там атомной бомбы куда-то кидать, и мы не хотим никуда ничего кидать. То, что касается 1801 года, когда Россия аннулировала царство Восточной Грузии, то не знаю, почему чеченцы обижаются на Киево-Киевский трактат, потому что там ничего с нами связанного не было. Мы подписали договор для нас братским, мы тогда думали, православным народом, потому что у нас были проблемы с другими южными странами. И когда уже наш царь понял, что вместо того, чтобы тот тогдашний генерал, которого прислали из России, чтобы он помог бы нам воевать с Турцией, и он сидел в крепости, и наоборот, грузинских бояр, подстрекал, что там царя свергли, то уже было поздно. То, что касается привязанности к России, ну, может, у нас больше общего в том плане, что только в том плане, что мы христиане. То, что касается нашего отношения к Чечне, то для начала те пограничные части, которые граничат
Чечне, могу сказать, что они больше родственные чеченцам, потому что я сам не такие же грузины, как и аджарцы или тахитинцы. Там есть три, я даже не могу назвать народности, там 3 региона. То есть есть Пшав, Херсур и Тушиц. Я сам Пшав, я как раз от меня 40 километров иду в Чечню. Отношения, естественно, у нас более близкие и могут быть в культурном смысле тоже, потому что всю нашу историю мы хотели, не хотели, но у нас был контакт между собой. Может, чаще мы воевали, чем что-то другое делали. Я знаю, что многие переходили из Чечни, когда там у себя в племени кого-то убивали, надо было им уходить. Знаю, что из наших частей уходили так же, когда их из племени выгоняли. То есть у нас культура не связана больше, чем с Россией, в том смысле, что у нас, как сказал, и песни, и танцы, и все остальное у нас общее. То, что касается черкезов, всегда почему-то я даже не вникал. Я почему-то знал, что у нас с черкезами больше понимания. Я даже не знаю почему. В смысле, понимаете или не понимаете? Понимание, потому что, я не знаю почему, мы больше их считаем как бы более хорошо относящимся к нам. Я не знаю почему. А насчет 2 стандаров? Сейчас снова большим планом меня как раз. По сунне, да? Шуши таганё, не? Шуши питакан, не? Хохал душ. В период войн, второе период Азманию, реально, я Франция, ночи представитель. Это как бы это будет все остальное дальше. Вывод войск. Азман, Шамиль, но Угурдикан Мейбу. No, ist nicht gut gegangen. Du warst. No, war los. Hä? Изец вакшти гирс халадоч тавари сабю хавай билет дозга айн цаннер тавара яца нхон масамана азматя чояту канадер виан сосово
Цавац. Канада война хоба бубока карачевой ночи представителю Канады аж тарану да успош из Сананю так ночи диаспоры тига это амбалаш ночи комьюнити окуна жилаки киги беш ночи ма битсабей бадик дислес и кич пачал дочь сан шейцах больш сан ночи беш Канада мяш вот дишакачи кошакачи цен ночи ма бучу так франция бюч тон хазафиете и статистики я уже что это بعد الجنسية это было что пахан водон дальше Канада Америка демократию больше давать систему от царя угур жимдок амма от спачав угур жимдок амма то эллак даш так цан холцах это масса гумантия это и организация кулша цахала даться то Канада Америка док баркаудо цендер масса метаха тиканала масса тгалаха иштнокчи вошакат мохам вот ترون تهبو وبالفترة بالفترة يقام كافكاز أردن كافكاز لا تعمل أشلو قام ماش خوديشتو توس حديث رع ماش خوديشتو تأخر تشوفر وي أردا وي يقر دوش إيش تعرف عبدو ответ you want to respond to that شو أشدك أمير на немецком еще кячен, если что, и английская версия, если хотите, я еще на русский. Или же немецкий и русский будет. Немецкий мат только это дом, а есть. Ока, немцу он дает. Немцу бать, но чтобы немцу потом. Между Тема это возвращение обсуждение назад на освобожденную родину, когда это немножко цузюга сияшнацунизм, может быть, жим социально не гюцуга, инша худида цаях, чьи плануя, то чьи грязи не шунес, так что, может быть, это не будет долго, кваргер цахаламегиз, ночь матаус, кваргер цахаламег, амацуши, шауай ляш, что он мантира хаязи нюиз, шин хукшо информацию, мёбрет укша, шин лукште каваш. In Österreich bin ich wegen des Kriegs zwischen Tschetschenien und den Russen, das ist ja schon, und der 1994 begann. Meine Geschwister und ich sind in Tschetschenien geboren und haben den Krieg selbst miterlebt. Täglich haben wir gesehen und gehört, wie militärische Flugzeuge uns bombardiert haben. Unsere Häuser waren zerstört und Russland hat in 2 Kriegen über 250.000 Menschen umgebracht. Ich denke mal, das ist relevant. Davon waren 45.000 Jugendliche und Kinder wie wir. Die Verstorbenen waren unsere Mütter, Väter, Brüder und Schwestern. Das sollten wir nicht vergessen und verdrängen. Man sollte das nicht einfach so lassen. Bis 2004 haben wir noch in Tschetschenien gelebt. Danach sind wir nach Österreich geflüchtet. Ohne Sprachkenntnisse mussten wir gleich in Schulen gehen, um eine gute Ausbildung für später zu haben, um die Arbeit, die mein Vater geleistet hat, fortzusetzen. Niemand kann genau sagen, wo man in der Zukunft sein wird oder was passieren wird, aber ich wünsche mir in Österreich Just und Wirtschaft zu studieren. Und wenn ich genug Macht und Wissen hätte, würde ich in Tschetschenien einiges verändern. Wie zum Beispiel mehr Krankenhäuser mit guter medizinischer Versorgung und mehr Schulen, neues Schulsystem einführen. Das Sozialsystem aus Österreich ist ein großer Vorteil für die, die dort leben. Den würde ich auch gern mit nach Tschetschenien nehmen, um es dort einzuführen. Weil man hier in Österreich für Arbeitslose Arbeitslosengeld bekommt, für Kinder Kindergeld und Krankenversicherung und vieles mehr. In Tschetschenien mag das auch so sein, aber ja. Und
Um die Umwelt nicht zu schädigen, könnte man auch Solaranlagen da bauen lassen. Und man könnte auch Windkraftwerke bauen lassen in Tschetschenien. Ja, das würde nicht nur den Tschetschenien helfen, sondern auch den Nachbarstaaten. Zum Beispiel in Ingushetien, Dagestan, Georgien und so weiter. Aber was ich alles gern machen würde, würde ich unabhängig von Russland machen, also ohne Einfluss von Russland. Ja, das Wichtigste für mich ist aber gleiches Recht für alle. Damit meine ich, dass Frauen und Mädchen in unserer Heimat genauso Recht auf Ausbildung haben sollten wie die Männer auch. Ich finde, es wäre auch gut für Tschetschenien, wenn sie Geld von außen bekommen würden, wie zum Beispiel durch Tourismus oder irgendwas, sowas auch. Dann würden auch andere Staaten unsere Heimat sehen und vielleicht auch unsere Kultur und Geschichte kennenlernen wollen. Das alles würde funktionieren, wenn wir Jugendlichen das weitermachen, was unsere Väter begonnen haben und versuchen, mehr zu erreichen als sie. Sie haben den Krieg für uns gekämpft und tun heute noch ihr Bestes, dass in Tschetschenien alles besser wird. Aber ich denke, langsam kommt unsere Zeit. Ich denke, wir alle in Europa haben viel mehr Möglichkeiten auf Ausbildung, als es unsere Eltern hatten. Und wenn die Möglichkeit da ist, sollten wir sie nutzen und etwas draus machen. Aber alles mal beiseite, eines sollten wir trotzdem nicht vergessen, egal wo jeder Einzelne von uns lebt, wir sollten unsere Herkunft, Kultur, Sprache und natürlich Religion nie vergessen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die die Konferenz organisiert haben und allen, die hier sind. Und natürlich der Estonischen Republik, die uns hier empfangen haben. Вас, кому-то отдадим свой язык, примерно переводено. Я живу в Австрии. В Австрии я нахожусь из-за войны между Чеченской Республикой и Россией, которая началась в 1994 году. Я и мои сестры родились в Чечне, и нам удалось увидеть ужас войны своими глазами. Каждый день мы слышали и видели, как российские военные самолеты бомбили наши дома, уничтожая все без разбора. За эти две войны Россия уничтожила около 250 тысяч людей, из которых 45 тысяч это дети, такие же, как и мы. Это убитые были нашими отцами, матерями. Который является амбассадором от Грузии в Эстонии, а также Александр Мишкарьяни, который является консулом от Грузии в Эстонии. Добро пожаловать на конференцию. Я поприветствую, я не хочу, чтобы было какой-то официоз здесь. Большая честь для меня здесь присутствовать на этой конференции. И я не буду вникать в подробности вашей работы, но я хочу вам пожелать всего самого наилучшего и для того, чтобы вы добились всех тех результатов и ваши мечты, которые связаны с этой конференцией, ваши личные мечты, они осуществились. Если я не очень сильно вас побеспокою, я просто поприсутствую здесь. Спасибо большое. Спасибо. Тех людей, которые организовали, пригласили нас сюда, Таллин, Эстония. Я хорошо помню о войне, я много читала и слушала о моей Чечне. Но память об этом еще осталась. Когда я и моя сестра были маленькими, во время войны жили в маленьком селе Самашки. В религии, например, где-то говорится, что играть это харам или нет. Вот вопрос к тебе, Айса. Пожалуйста. Well, a lot of Muslims say yes, it's haram. Большинство мусульман говорят, да, это харам. There are different scholars in Muslim religion, right? Даже в исламской религии есть очень много разных ученых. Some say it's haram, the others say it's okay, depends. Некоторые говорят, это харам, некоторые говорят, это не харам. То есть можно или нельзя. But I follow none of them. Но я не следую ни одному из них. Because I think if my intentions are good and clear, I can do it. Потому что я думаю, что если мое мнение, мое стремление, оно чисто, то я могу это делать. Yes. Я думаю, это хорошая цель. Because I'm not using it for kind of specific purposes. I don't want to get money from that, or there's an idea behind that.
Öyle bir koşu masaya. Kamera oyunu kaldı kabarşı. Oyunu mat büyük başlar. Bu sonunda nokta mata dolu var bu. Kıtata var nokta mata çaka da burası. İnsan oyun halka yaşın yok. Marina yok. Şemilu. Çeker. Şemilu. وقعش خليه وыступление مو خليه شمي شاشي شايقن كينويو بس كينويو أها يفيست كل شو أقل كينو شو دايو زيتا أتشوح ملقوش دك قيب ديش ورا مريض بيلو ديريو خيو هو يشاع سو وخزا خيش خاطر هم دلا عشان كيعطوا تلور شكون بنسيقول يويتا Would you like to say anything in the beginning? Hello, my name is Shamil, and I come from Czech Republic, as he said. I left Chechnya when I was 4, and because of that, that's why I live in Czech Republic. And before I start the video, I want to say that last year I was appointed the sword, which is the main, which is the video about. And after many weeks of research, I was surprised of how such a small object can hold such big history behind it. Video yakçaynaha zətəlirsə ondaçsa noqçı olsa çündə noqçı çoxluq bilsin. Halin nə etsin? Şa işkola olçan halşır. Tur dokoj tur delir, hakikaten zadaniyir. Tur osnahlat dit, ihuyu el dit, ama ihud hudu zadisnir. Ihuyu ibiçer della tün istoriyit el ikaçir bakın. Çok zevkli yaşa bol otsuldu. Jim çuman humno dokku çulatım göt etmek olya hudun haja olveç. Tün dehlat dokku humhul Otsnach läht sich knirscha, ots durach läht sich knirscha, bocht so schon da wird der Kino. Replaced by autumn, and autumn, winter. People come and go. Wealth is replaced by poverty.
Ну, наверное, есть те, которые не говорят по-английски или не слышали этих слов. Если вы хотите, я могу... Я вчера вечером перевела эти слова, и я могу зачитать их, если вы хотите, если вам... Старается. Полезай. Was? İşte nokçu delegasyonu parlament çuyoş. Нокчу хамасит кэра министри кэр депутатка дистрикто. Цэзи встречи квартета Осе, ой. Масара чака регистрация чака была. Когда мы донелче, ёна конференция хадордуй. Тига гойтора хаскиноё келю какан гюржэхнэц. Гюржи нокчу шаляца. Кузар цатбол министр штигда бахонек шпа. Сам министр сиевали. Авесе. Лишь том до алга шун хамагар нокчу молодежная организация. Эстонский парламент Германия. Германия махажа. БМВши, мерши, начальник. Теперь бурбанца октава, адик вопрос, думай, помогает, сахар помогает. По позицию делал. Даль это помогает. Спасибо. ترى مساعدة ويك إن كان توشون مساعدة كان توشون هكا صندر شو عم جرجو مساعدة It was the German order in the 14th century and the Livonian order. And the Livonian order built this fortress of limestone, of which you can see the western wall and preserved most well. This limestone wall. And also they built towers, Tor Herman being the most important one of them. And they built the convent house, which was the main building, the living quarters, and it was exactly the place and 45 meters from the ground. And a Rohrschaffner or Pilsticker in Low German language, and Landskroner or crown of land. And there was a fourth tower in that corner with the name Stug den Kerl, or ward of the enemy, but it has not preserved until our days. And from Swedish period we have this balcony from a building which was here, and you can see then the Russian government administration building because it looks like a palace, more the word balcony. All the sittings are open and everybody can come and visit. So, according to the Constitution, Estonia is a parliamentary, democratic, sovereign republic where the supreme power is vested among people who exercise it through citizens with the right to vote by electing parliament. So it is elected every 4 years. On the first Sunday of March, last year. It is legislative power issuing laws. Is its most important task. Муха? Муха? Канда кладирюа. Это кладивай, ладордук, казахеч. Ичкер бош дол, ваша тюркский матара свободный бог душон. И за 17 веке отсхаем да дюнда, и це йол шушон. Казбол чари, це кел юхяхкан юбара. Она была, что местность
Es nezinu, Нохчмах, что Ичкерия очень напал. Нохчмах Керри, вот территория это называлась Ичкерия. Нохчмах имел его территорию, цуна олшхала бо Ичкерия, само не свинаки. Адицо? Копами дворе. Асун хушала киши عنده. سمعنا إيش بوجا إذا إستو أكيري بوجا ويكوت إركيري مويو إستو قمدوه تان كيري كرا إستان بوج سندو إيش كيري إتسمعن خزسون أشولغ معنا سون أجر خز خيرش دكدو إيش كيري نجوبا إيش كيري نجميلون ألش بارزيق لم نشكع أجر شو إيش كير وشوكتم دعوا ويل قارتلو شو إتسا شو هنا آخر إذا بارزيو وقتي عشوار تخش ناشي إيش تندو درس طلب Я человек законопослушный. Включай. Сон уж боятся. Все свободно, машин. Да и что гуси. Не. Позаю. Я возьму Öyle dinliyorlar. Kaçacak da ahari, vayda ahari. Садится до. Интересно. О, интересно. Вицин Улацев, который восстание поднял в 24 году, ночь чтения, овойцане, типа, овойцан лошахту, короче, его эскиштяне, и что он бы без короче, принц Улацев, ну, он, типа, царский в крови купы, короче, как отца Челопашвили, цивилизованного восстания отца был, и вот эта верхушка этого, они все в эмиграцию ушли. Вот он. Лучше, ты рассчитываешь, что он проходит, и ты проезжаешь. Только не говорите. Тихом дамекш, да? Да, допустим, например, в Канаде это нельзя делать. Пишет эмоция, что это запрещено именно. Ты должен убедиться, что он полностью перешел. Потому что к этому все и приводит. ودي خلو البريزيدنت تو بين بالباخ تو حق دلقا تو مو غدناي تو ليرين دلهم سناي تو بين بالميخ بالخ باخ بالممت حزاي هنا ويقوم هوي ديكنيك بيتنقل حي دالا دات ما تندي اشتاك вопрос длинный. Известный проигрывал правительство. Просто. ثانية خاطر دوش شو يحول واتش
أخذ جلين شر جوخر يقرأ إشتوه هما دال دات الله إذا حغيرة تنقر دقي عسيان ديتن دول نوخشل خلو هو كاجستور شر جوخري نوخشل أتصل جو حديثا سونا جوهر ويتشر historiašat s badegard sonas das wütsch resesuni noch tsch wütsch resesun das kestna rasqish wütsch resesuni asa histori wütsch let adetsis resuni matsal goddasun dak do shower bo adetso asrana institut adüş aksha is post awütsch hoshashiyat az rasqni solir bo chwa ist kann das weiß ich bocha noch zu weiß boch was straß was na zu boys do da dawat khaner boch ist zu president wen dik mawati har madu was madu boch sun wo stat ist tetul sha hom كمان دولي بو ازغاس هاتي سوشا شيخ مخول ist du was du boch تن دوت دقه كمان دوش بو نو قيت سقيت بو ازغاس أحسن أسات أقمر دينا شاسي أتو والله إشت والله شيء سجى وزدخي أتوات شو أكلي دوريات والله شيء شيء قيخي بات ليلا ديك دو كي على حونهم تورقش على إشت ليش اسمه إشت مغلى سوى إلى البوسك أحمد أشيك زي أقنا شا يدودا يوي إلى الباخ شو نوقتي قوم ناس يندك ويسوسون يعني شاتنسا يدوش ولا يقنط صوت كلمة أخلاقي شا يتعول يسدين داش يقبل وشنسا أق إخواتر تجاه بيرو إخواتنو يبقى حلا يرى يمو إخواتنو وشناتشي تون إيميل مو يلقى ألتشا تبعت دين هناتشا حمل دوغ كل كيم دوي تدا دحت خوصو قدو دا يخلبوه تا وقت نخ إثبت عدلوت أو سادح عروس خلاصه وروس أول صنديله تبعت دان يلي بوطنيت نيل الزاني أق ساعلك هون أوصلوناتها وومش حتى قاع وضو عزلات وشات نولات إشتا شو بداية وديك وشون دالة أتو باش الإستير يا غيرتوس Wij helpen president met wij Duits te laten over de plaats. De haar dal gazo obel Duitsen. Alle is een bolschensna. Zachazum dersen, zabrian is zaal. Chazum ol schmore is zo'n senginak, no chazak al. Televisie halch wij hinsen is dagulun mayateri. Het had gaan lorg te gaan wij bachat da kollu chana ha. شوفي أن إشتاء شوفي أن خاطرش دليشر تغينا تعيش جوهري تنت برشنت منش برسون دكتدو تندي تير جوهري أتش بشواخشنا تغوقس دك بينير تقر ميشر ورهيز دكتدوسون تعيش شيء تعتصم خاطرش ده هين شاخات مقر دريت يبو وتوقش دك خاطر ده وقس دك أحينس وبوخ الله توشيك أج قول هنا جهار طبعا وي إميخ كده هوك ده هوش إتسع دوق على جواش دو هوك إيدياش دو دوق يعني قليل واش بو بوشة إتحاجو ديسكوسيو ليرتو ديك لا دوان جور إليرتين حاجة وقتك حيبوت بقى حين طلعت مريتا تمنان ده يعني مصر بيش بوت بقى بيش طلعت إتسع مصو تو غيرت شوي ووشي تو دغيرت ووشي نيس دغيرت ليلچو وش نيسلوش ويغرت دوها دادولش دغار نيزم إيمان مصو هما وش كيرا وين چو نيستنا تاك نخ بيز بوليچ تايستير الخيت سنديرس دادير مصو خوز عش تانقيتا دي بريدو ودي بريدينا وجه شنو غوشي دويزن غيدو ويش اويل قزر تعدلان شو شيء اويل شيء ادمت سيخت دلر ادمت دردلر صبري خلر
شيء سامبل كيجير خوشته شيء البقيش جارز نستلجا صوبر تسان سيختلش يقيل الشير دوي يقيل الشير سيخ والويشتات تك مخاد بسيخ والويشتات تك مخاد بألي ويديش تك مخاد بأح حما خاد نكرير بعونه تك مخشي خاد نشوتي عايز تاقات نويت بعد يوم ديوتنخ ما خادش بوس شي بعد يوم ديوتنخ بعد يوم ديوتنخ 8 مليون ديوتنخ مخ بيلغل باشوتي تشن غلمداتيت تندلا شي مخ تخاد بيت نير مير شخيدوش تخيلا ويغلقش تخيلا ويدايش تخيلا تند غوشي اولشتك لارلوش اولشتك اويلاياش خاص غوشي قينت يدوش غوشي لدوش يتسعال مارينس يدري غزبيكا يدري غوشي وي اويلنسان حيقلسان صوبرسان غنشانا دا المقلع وي غوقي دوشنا شو سن شيش تعصدان شو تاع شي نيسر بوشتان اش بوالق بيش شي توب تحدواش اللي قزع وونيك حدا يحكشان يزدو شيش بولبول شاش تعديد شانا تقوى قيتر وتسقيتك ودي يدتون تيربي ما استغيري قوية دا تاع بيت كيوين دا صوبر لويل حقيقة قيتم إيمان لويل شو مستندين ريزة غول شو نشت وين نشخيلر Da bio je čan hoše, lado je ha I kama seri lam hugo hon trena, heze se an taran så det tog hon då har det såna lätt hon och det. Det la sån och det selna eller det masala selan eller gå olas jim şu çordu jim da bakçer çora hala ita mor te tuaq çare غير دقوي سو صار خلصتا تام بوقتا سون صلا في أصير يقي نستلحة أوتومان تاع قوسم سان ستام سان سواست سان غير صبرش كيسون غير سون هنا سي بوزر يا سي نيسر بوي سي سبيلش بني سي كل الناخ بوزر يا اش ساتير سون سمعت شوت يا سون إيدا سمعت شوت يا سان ويلان سان شو تسمو حيغر سدير شو تسمو هما سيلر محمد سيخات طريقة دولش يا شو شش قية إنسان شيء أويل إنسان شيء لا إنسان إيش حياة نقبري إيش حياة نقا الحمد لله ليس نقبل الله يسون إيش هم أنت حق بوليتيكا ورشوني بوليتيكا أوزم خير بوشو فريقة ورش قيس مش خير بيشونا إيش توم أنت حق سحولت وياك ما قدوش ممين شغلشون إستوريا переговорska политика. Волч юяк мегадолчун та волч юяк мегиз, но принципиально хаттерштеха, остя компромисс лир уештат. Сон шо выбор низкий, да ты опять кёрш. Это Абдулвисрылык, баки чауэр, баки боч ауэр. Da inzo so zimi bocha awal nistru da bakki chak sona tam aludu e deska nanoska we nis no ta bal bochak دحسوا على ساقة سال غيل والسير سا شولغة وينوخت وي ديغس برختي ريتي ال إدس نشيدك شو داخل هون أجا دال ال دوستو شابقوان دعوش تكتخلو ال سون ديلا وين مخال بقو ويق أولو دال للويل ويخ خاصلو تشنخ إشت هو تشنخ ويبقي تشاك ألو دخصو إشت تان غوش كترة لكن عبد الوق وين مخال خزمانيو الغوش تهوقا محمد وين مخال ويقيت بار ويقيت دات تاليلو تشنخون أجا سيرخيني دكتي ويقيت دات ويقيت بار خين توتش تقيت فجيم قيت نو تاليلو تشنخيت دات ويت أيول وزداني هو غاز ويدو تشا ويد هايتر ويدو محكمل مش دوي
ويغلق ستوستر سوم جرمانيا أول سوم فرنسا أول إلى سوم مقدانيا أول ألساش على ويتشا حوي يوست جيتر توم دير الغوم أحتدر ونعت يوح نوتشو غلق سلا شيء تنسي غلطو إست يا لودرس أقصى شاقوسا تانوكت توخيل دوي بلا تو ينو تاغون تعشق ولا تعمى لا لودر أسوني حال زمان شوها تانوكت خلبوخ دوي بي ساديلك بيقول المواد دوي بي خلصو أق يوتا بولتين خير بول بيس حيز واش خلبي قالوا غياش دوي قلب غياش دوي البول خلا أق ساندينا ها بابا نتناوس كاتشابين ويلسون ماتشو يقول لنا كاتشابين يوي كشتش يد بيسنا اتشوق روي تشو وعول روي أق إلا روي يو روي تسقي أيش بيسن متخوال يقير ولا تسوي حاجة دوي على أيش كاتشابين يدعيك تسقي اشتروا جبانا اشتوا حارة بيس ايش تقدر بليت ناقص ايش هسيق عاد دوقوق دورا بوروش الوا وانا واخي تسقوا انا بو ديد اذا داخل لا تشوا هالشات صعب يخلوات اسكش شويتا ابيستايتش بيس كش شويتا بيس يال تيمبول كشتون اللي وادلن وي دغادون وادلن قونا نعبدك النخبون الخير ما يخدو يعني اشتاق نفسي يا شي نبوخ نفسي يا شي تينو تشوا داويت سووس ديال صلي نوقتي أساخاني ألتا متر تلبوغ إذا شين دعجي شين متر تلبوغ عطينا يهود داويت سووس الله شولوغ متر تلبوغ عطينا تأكل قولوغ متر تلبوغ داعش تلادم داعش اللي بونا اتو نوقتي جوا عشان دقل أو دقل عطينا داعش عشيل دقل يدوها بركز الله دوار بارك الله شو خزان دالديق الوال إسنبول كنتش دقيق البول دوحت أمع شالش أمع هينتا دقيق شبول دالغاز وتقبل دو مسيرة هينتا قارتلش ترى ليش بول توامبش تقبل تعامل بلا إشة تقولن باق ميرلو دينلو إيمان صبر لوالتان دال ديكنا أوشتول قوي دمخكا دريسوش دريسو خزدش تاعي تاع زين يا زين يعني ميموريا مولتنا إنجلز ماتا и плитаи тя язнил действительно ценойлич доком дое сосотик задохор дакачена автобус я давеча шунгер поймосо за брен мосо дюш хаз дакач отсон экачена сон бадегдича صديقا زوز دير هندالش قوش دوسونر الدينوستا четвертый год я дадюн дахар туам болма бейна хармелдо адан туам бяш ляш ише карцалуш ише принцип сдавайте яш принцип свободы ош издавайте яш кахюк шляч дуй инцевой адам угур духина эл газхичан дагди анчкенаха танивой автобус яхду арняк кидакия ардеуладу в будущем аркидах мяш нохчичо чухо чудо и дагадол швай дакач от буга укур первый и долину и джохери цегич этя заздерсон этя одиди чо даг чухитер даже казбек замечание ирсон хотя цурту ахшу я ватя вот соцсетя лет что сатига самон лет что самош так казбек смаллари чури арвош представить вере чо нинза отель халк штаб хлей عشان представить, знаешь, хотя бы 15 минут, и вот чур ара вош, и чу вош, вот чу аквал бин хан юкай. Да, масса она инзвайн серьезных ети, азман знала, чукач, хакачи, что берзлой бош. Масса аги хазвис полш, масса аги, масса аги, настроение, масса омвей. حاول بخور لقرج كيبنا لا تدش لا تندقوي سنده شو مسانا دوريس خيل вашаверна десхолерна чё важным душон ара запись я шивая запись станем гойч я те чепуш сейчас просто цахан его решен через 20 лет через 15 лет цахвай шатек вы уже массовый цахдош и запись вой нёх гош и так дош
تحقیقات دوش اتخینا یخت دل دل اما قون خیلی رسو دل ریس خودت وس خودت چهلا خمسه ایش نیس اتیده لاتینا یه دور دوشن شونه دل ریس خیل جوخر نه دل گشت دل و غازت قبول دل چون تعمل خیتین چانه دل ریس خوشن Первый эстонский вам конечно. Середина. Так, середина будет? Да. А что лишь? Квадрат, серьезно. Какая тишина. Ты что, дальше тихий. Ночью мне плюрать, что я читаю. Я хотел пригласить сюда Юхана Докудаева. Раз награждение начали, то лучше. Да, я Дмитрий. Народ Чеченской Республики Ичкерия защищает свою независимость на протяжении 412 лет. Год 2012. Битва, борьба продолжается. Кабинет министров лидирует. Ебан, красавчик. Вторым бы я хотел пригласить Асю Садулаеву, которая называется «Наш». Мы опять вызываем Рахмана Тарамова, который набрал 11 голосов. И Шамиль Радуев. Следующий по списку у нас Адам Такаев. Адам. И, как ни странно, шестое место занимает руководитель группы Абдул Артаханов. Это говорит о том, что у старшего поколения есть мощный фундамент доверия со стороны молодых людей. صندوق السلع لدول كبير خواشتان دوحة لنتين كونفرنسا أسلاق الإحساء سوتير موريا إستوري وقوم يزيش الإستوري سير موريا صغيرة دير صغيرشون دار أتبول دار كهي بيت كبيرشون إيش تغلش دائما الله Есть чем стремиться каждому Thank you.
بتساعدوا هذا خبر يا زريد